Друзья, поделюсь с вами радостной новостью. Сегодня мы на нашем доме на колесах едем в Ингушетию. Из славного города Ростова-на-Дону мы увидим ее древнюю, увидим ее современную, увидим ее природу. А главное, познакомимся с ее народом. Вот таким. Путь не близкий. От столицы Юга России Ростова-на-Дону до столицы Ингушетии города Магаз около 700 километров. Даже самая дальняя дорога начинается с первого шага. А чтобы путь был добрым, есть на это соответствующая примета. Так, тихо, знак доброй воли. В городах выпускают голубей, а в степи казаки выпускают зайцев. Смотри. Примета срабатывает. По хорошим дорогам за рулем хорошей машины даже несколько сотен километров кажутся приятной прогулкой. Весь день в пути, несколько республик проехали, областей и краев. И вот мы в Ингушетии. Нас уже ждут наши ингушские друзья. Впереди много событий. До скорого! Уже хорошо известный нам ростовский путешественник, коренной казак Максим Ильинов, в эту дальнюю экспедицию отправился с сыном Тихоном. Друзья, знакомые отговаривали, с ума, говорили, сошел. Другая республика, чужие горы, чужой народ. Да какие же они чужие, отмахивался Максим. Но волнение, конечно, присутствовало. Решил положиться на старинную истину. Утро вечера мудренее. Посмотрим, как нас встретит ингушская столица. Назвать Магаз древним городом можно, но только с одной оговоркой. Цивилизация действительно очень давно облюбовала эту долину. Археологические находки на этом месте датируются аж 3-м тысячелетием до нашей эры. Магаз впервые упоминается в исторических хрониках с X века. Но в 13 столетии сюда пришла татаро-монгольская орда, и от цветущего города остались руины. Время поглотило и их. Первый камень в основании нового Магаза был заложен 23 февраля 1994 года. Город возвращается из небытия четкой геометрией новых кварталов, цветением садов и великолепием дворцов. В самом главном из них побывали наши герои. Прием у самого главы Республики Ингушетии. И есть от чего прийти в волнение. Мы сами из казаков, там понятно, нам ничего не страшно, только гнева Божьего. Вот. А остальные говорят, ну почему туда, как бы, ну поедьте, ну Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия максимум, ну Чечня, Ингушетия, как бы там, зачем? А я, ну с точки зрения быта, вот, башню-то посмотрели, дочка говорит, а там дракона не хватает, и, ну как принцесса живет. Вот, это очень здорово, как бы, и вот как народная дипломатия получается, потому что, ну, вы политики, там, политические вещи сами там переговорите. Ведь фобии, они ж от недопонимания. Вот когда люди не говорят друг с другом, вот он злой, а когда поговорили, ля, там классный парень. Если брать там уклад жизни казаков чисто, ну, он больше похож на наш уклад жизни. Суровость, там присутствует много вещей, и семейственность, там, и традиции, старшие, младшие, женщины свое место знают, мужчины свое, все знают. Да, да, с детства это вот все идет. Да и по рождаемости тоже. Рождается. Это вот уклад. У нас общая история, у нас и трагические страницы тоже есть. И, конечно, когда можно делать протокольные вещи, а когда вот семья поехала, остановился, зашел в дом, водички попил, попросил воды, а там сказали, садись, чай попей, покушай, покормили, дорогу что-то дали. Там подошел к чабану, который там баранов пасет, с ним посидел, пообщался. И люди увидели. Оказывается, нет ничего там такого сверхъестественного. Еще нормально, оказывается, и все люди живут, и никто никого не гоняет. Ребята приезжают, такие как ребенок Тихон приехал, там, с папой, там, семья приехала. И, конечно, дальше закреплять это через семейные узы. Что у нас визитная карточка есть? А, гостеприимство. Б, это наш уклад старинной жизни.
традиции, обычаи, сейповые вещи. И башни на эти комплексы. Это башни же не просто так. Эти башни, они были таким фундаментальным вот, семейной ячейки. Ну и, конечно, вот эти взаимоотношения, которые складывались между нашими народами, между там, горцами, казаками, тоже были яркие, там, хорошие страницы. Можно мы сфотографируемся с вами с Тихоном? Конечно. Когда глава республики говорит запросто, как хороший знакомый, даже в официозе залов для приемов начинаешь чувствовать себя намного уютнее. Если он не просто ведет речь о гостеприимстве, а на самом деле радушно встречает, уже можно составить представление о широте души всего ингушского народа. Эмоции зашкаливают. Этот позитив просто. Мы в дальнейшую нашу экскурсию, да, Тихон? По Ингушетии. Просто выплеснем все эти эмоции. Ингушский народ, классный народ. Вообще, как казачий, только ингушский. Пойдем. Ингушетия – страна каменных башен. Самая главная и самая высокая в центре молодой столицы. Это копия средневековой ингушской боевой башни, только увеличенная в 4 раза. Ее высота 100 метров. Начали строительство в 2012 году. И согласно древним ингушским обычаям, работы были завершены ровно за 1 год – 365 дней. Хорошо, что мы хотя бы полпути проехали на электромобилях. Почему? Потому что снизу башенка смотрится, ну, вот такой. Ну, вроде как бы и даже и не страшно, и что там идти, какие 40 минут пешком. Какой может круг намотали? Вы так причем вышли недавно. Ну все, идем, до конца этой башни. Виден конец этой башни. Ха-ха! Это не только самое высокое здание в Ингушетии, но и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Ну, на самом деле к высоте привыкаешь, да? Так, в обморок лучше падать сюда, да я шучу. Весь Магаз как на ладони. Цветущий город в обрамлении горной цепи Кавказского хребта. Там, ближе к ущельям и скалам, перевалам и водопадам, истинная Ингушетия. С ее неповторимым лицом, со старинным укладом жизни людей ее населяющих. Туда и лежит путь наших автотуристов. Величественные древние горы, чистота нетронутой природы. За очередным поворотом дороги открывается живописная долина реки Осы. Чуть дальше – южный склон горы Цейлуан. Здесь расположен крупнейший башенный комплекс Горной Ингушетии. Некогда политический, культурный и экономический центр Таргимской котловины – древний Эгикал. Эгикал, да? Да. Самый большой башенный комплекс на территории Республики Ингушетия, наверняка и во всем мире. Это башенный комплекс насчитывает около 60 руинированных башен. Именно руинированных? Руинированных. А, руинированных. Ага. Да. И одну целую полубоевую башню. Это вот которая... Да, это которая по центру... Средневековый комплекс состоял из нескольких видов сооружений. Это были жилые башни, боевые башни для обороны, деревянные пристройки для ведения хозяйства и склепы, солнечные могильники. Прямо наверху пирамидальная ступенчатая крыша, она завершается камнем одним. Камень нужно было поставить очень правильно. Если строитель ставил камень неправильно, то туда в крышу могла попасть вода, снег, дожди, и со временем она разрушалась. Если в нынешнее время зять может принести в подарок какую-нибудь золотую вещь, такое, то в те времена самым лучшим подарком считался обтесанный правильный камень, который кладут под основание боевой башни.
Кажется невероятным, но еще на памяти нынешнего поколения до депортации ингушей в 1944 году в селении Эгикал жили люди. Сейчас это необитаемый музейный комплекс, законсервированный древний город. Боевые башни строились по золотому сечению, строились от 4 до 5 ярусов. Первый ярус для того, чтобы держать скот или же запасы своих продуктов. С второго этажа они там же и жили, и там же оборонялись. Боевая башня специально, там хранились продукты, чтобы если... Месяц продержаться, два, да, да. То есть не все башни были боевые, какая необходимость была, нужно было 2 боевые. Да. Было 2. Это все зависело от численности рода. Вот. Если большая, вот 4 по углам было. Вот, много лет, да. Как крепость такая, да? Да. Вообще башенных комплексов, как в Ингушетии, нету нигде в мире. Да я вот заметил. С древних времен ингушские семьи или тейпы строили свои родовые башни. Надежный дом, защита, олицетворение единства всего рода. Как станицы и родные курени для казаков. Ценности вечные, незыблемые и общие для, казалось бы, таких разных народов. Максим Ильинов не только потомственный казак, заядлый путешественник, но и художник. Поэтому не побывать в гостях у самого известного живописца Северного Кавказа, заслуженного художника Российской Федерации Мурада Полонкоева просто не мог. Жители республики говорят, в Ингушетии 2 главные достопримечательности – боевые башни и Мурад Полонкоев. Мотивы ингушские, да? Традиционный национальный костюм, архитектура, пейзажи Ингушетии, да? Это родовые башни, Пялик, это Оздоевых, Волнушки. Мы туда, кстати, поедем. А это последний священник, язычник ингуш. Умер он в 1930 году, триптих. Вот он прощается с храмом. Он должен быть чисто белым, и с ним должна быть юная девушка в чисто белом. И вот он прощается с храмом, ну, значит, вот видите, свинья уходит. Свинья уходит. Кабан. И кувшин разлился с вином. Якобы это намекает, что он не будет пить, не кушать свинину, если ислам примет. Это языческий храм, который сегодня существует на этом же месте. И это один и тот же храм на Столовой горе. Талант Мурада Полонкоева не знает границ. Это давно признано во всем мире. Он не только художник со своей уникальной манерой живописи, каждое полотно которого воспевает красоту родной Ингушетии. Полонкоев – оружейных дел мастер. Используя технологии старых оружейников, делает клинки, доспехи, стрелы, луки. Это вовсе не бутафорские изделия. С такой амуницией любой древний воин без сомнения пошел бы в бой. Зато в щель. Дом Мурада Полонкоева тоже произведение искусства. Воплощая еще один талант – строительный, художник возвел собственную родовую башню. А 2-й этаж и 6-й этаж, или 5-й этаж, тут 6 этажей, каменное перекрытие, арочное. Почему? Потому что если вы сюда зашли, я вверху, вы можете поджечь здесь, если деревянное перекрытие. Да. А каменное из-за этого сохранилось, да. И оно как фундамент укрепляется. Я дышу тобой, я живу тобой.
дорогам Ингушетии, кстати, ровным и гладким, наши автотуристы отправляются к месту расположения еще одного богатства республики – горным родникам. Проводник Хайруддин, сопровождающий Ильинова в путешествии по Ингушетии, часами может рассказывать о своей родине. Да так, что заслушаешься. Ильинов-младший ловит каждое слово. Кажется, в лице Хайруддина Тихон приобрел нового друга. Звезды здесь сверкают, как бриллианты. Солнце луч ласкает своим взглядом. Небо застелено белоснежным облаком. Ночная луна из золота высшей пробы. Земля богата своей плодородностью. Воздух насыщенный ароматом и свежестью. Вода святая, кристально-родниковая. Природа, как на картине, нарисована. Здесь капля дождя слаще меда. Местные жители рассказывают, что здесь уже проходили раненые животные, что с раненой лапой медведь сюда приходил и окунал свою лапу в этот серебряный источник и приходил до тех пор, пока эта лапа не вылечится. Излечивались? Да, излечивались. И люди просто подметили, да? Да. Это поэтому такое столпотворение? Да. Ученые могут рассказать о том, что ионы серебра, растворенные в воде источника Археоврахии, обладают мощными бактерицидными и антимикробными свойствами. Но Максим Ильинов, который окунался в десятки источников, считающихся целебными и чудодейственными в православном мире, знает, что дело не в этом. И когда его умывает хрустальная влага из ингушского горного родника, он испытывает то, что обозначается одним емким словом – благодать. Дар, который преподносят высшие силы человеку, не считаясь тем, казак он или ингуш, христианин или мусульманин. Сколько испытаний выпало на долю ингушского народа, сколько трагических страниц кровью его сынов вписано в историю, и в то же время сколько ратных свершений, подвигов и самопожертвования. Осмыслить это трудно, пожалуй, в любом другом месте, кроме этого. Мемориал памяти и славы. Вся история многотрудного становления республики. Колоннада и мемориальные плиты с именами великих ингушей, памятники ингушскому полку дикой дивизии и последнему защитнику Брестской крепости. А в центре величественной композиции 9 ингушских башен, слитых воедино, символизирующих 9 депортированных народов. Ось, пронзающая мироздание. Этот памятник, этот парк посвящен всем тем значимым событиям ингушского народа, да. Да, от вхождения в состав России до событий 2004 года. Здесь уже репрессии ингушского народа, когда их ссылали в Казахстан в 1944-м, да, 23 февраля. А здесь уже запечатлены те фамилии, те личности выдающиеся, которые в царские времена уже были награждены высшими знаниями. Да, это уже кавказские войны. Это те солдаты, те воины, которые входили в состав дикой дивизии. И не только. Этот бой, он позади уже, кровавый бой. Опять кого-то с нами нет уже. Остался кто-то на чужой земле. Остался кто-то на чужой земле. Той земле. Соловьи, не пойте больше песен, соловьи.
Это София, дочь ингушского народа. Она одна из тех, кто знакомит наших путешественников со своей родиной. Ем кусочек теста, делаю Вершины горы зеленив при свете дня и ночью лунной. Ильиновы пригласили Софию в свой автодом. Благо, все под рукой, и мастер-класс по приготовлению национального блюда удается на славу. Люблю всего сильней на свете я тебя, святая сторона, моя родная Ингушетия. Тебя, святая сторона, моя родная Ингушетия. Пути из глубины веков лежат вдоль горных перевалов, погони дробный стук подков. А это уже ответный визит. Тихон немного смущается, но маленькая хозяйка, наверное, на уровне генетической памяти следует древнему принципу: «Мой дом – это твой дом». Так ее народ принимает дорогих гостей. А на праздничном столе главное блюдо. Конечно, то, которое дети приготовили своими руками. Моя родная Ингушетия. Растут таланты на волне труда, раздумья, вдохновения, известны нынче всей стране. Твоих писателей творения, огни театров и дворцов, народной жизни. Благословенный край, о котором так много узнали наши путешественники, теперь всегда будет с ними. Возвращаясь домой, они увезут его частичку в своих сердцах. И эта частичка с неизъяснимой силой магнетизма будет тянуть их обратно, звать вернуться сюда вновь и вновь. И Тихон на обратном пути, глядя в окошко на проплывающие мимо горы, вспоминая своих новых ингушских друзей, прошепчет чуть слышно: «Я буду по вам скучать».